многое я не могу показать. Потому что это будет воспринято не так. Не объективно, не... Может быть, время еще не пришло, не знаю. Менталитет другой. В общем, здесь очень много вещей, которые мешают. Детство питерское – это такой момент, который я бы, наверное, не пожелал бы вообще каждому человеку нормальному, потому что, да и вообще любому человеку, потому что в 6 лет мне было, когда началась война. Я помню, что нас эвакуировали с военного аэродрома в Даутах. До этого мы были в Пицунде. Мы попали в Санкт-Петербург. И, собственно, мы были, в общем-то, одни, потому что и было непонятно, то есть была такая, вообще говоря, неопределенность в жизни, что будет, как будет, потому что я тогда был маленький, не понимал. Это сейчас я могу понять, какая там ответственность лежала на родителях и в каком они были, в общем-то, замешательстве, да, какая была неопределенность и, в общем-то, мир не без добрых людей, и как-то все через какое-то время более-менее все устаканилось. Поэтому период был нелегкий. Для меня, конечно, как для ребенка, он был, наверное, не очень понятен. Да? Я очень плохо помню свое детство. Но вот детство в Санкт-Петербурге я помню очень хорошо. Я жил на улице Садовой. А улица Садовая так называлась, потому что там были сады. И там был парк, в котором мы всегда гуляли. В школе мы там занимались физкультурой и так далее. Наверное, вот этот район, Старая Коломна Петербурга, да, я там вот начал жить, да, и вот на самом деле до сих пор из этого района я никуда и не уехал. Ну, можно сказать, что в Абхазии я нахожусь дома, а там вот в этом, это ореол моего обитания, да. Могу сказать, что много моих одноклассников и одногруппников, которые в Петербурге, с которыми мы учились, они многие уехали из центра, потому что начался период там расселений. А в основном это все были коммунальные квартиры или старый фонд, который был под снос или под расселение. Поэтому никого из моих друзей не осталось, хотя они коренные петербуржцы. А я нет. Вот я остался в центре, а они все уехали на окраину. Поэтому вот из детства любимого места, наверное, у меня нет. Просто есть моя среда обитания. Вот я знал, что этот район моя среда обитания. Имперский Петербург я открыл позже, гораздо, когда стал уже более взрослым, да, человеком, который мог оценить это. В разных местах, в разных там квартирах. Это были далеко не лучшие времена, далеко не лучшие районы, далеко не лучшие вообще положения дел. И в Питере тогда все было очень, не очень хорошо, да. И кроме вот этой серости, слякоти, темноты, и когда я помню, что мне надо было идти в школу, и мне вот эти темное утро, когда темно, тебя будят, и надо идти в школу. Ты выходишь, идешь в эту школу, тебе ветер в лицо, холодно, мороз. И, наверное, вот такие воспоминания отрывочные, они связаны больше, наверное, вот с тем, как там я ходил в школу. Одно время я ходил в школу, которая находилась рядом с Крестами. Кресты – это такая питерская известная
тюрьма. И я вот сейчас вспоминаю, что когда я проходил мимо, и там была остановка общественного транспорта, и там собирались родственники этих заключенных, и они переговаривались. Те кидали им какие-то записки, они кричали. Для меня это было вообще не очень понятно все, да. Вот были такие моменты. Кстати, до сих пор оно функционирует. И до сих пор, когда я там прохожу, это место вызывает во мне какие-то очень смутные и не очень приятные воспоминания. Это площадь Ленина, Финляндский вокзал, кресты, да. Вообще я выбирал техническую специальность и всегда хотел заниматься вычислительной техникой, и поэтому, в общем, так это так сложилось, что я уже в этом университете долгое время уже находился, и там играл в сборной и так далее, поэтому уже как-то все ушло к тому, что я туда буду поступать, и институт был сильный. Что главное дает институт, это знать, какую книжку открыть. В общем-то, это единственное, что дает институт. Институт не может научить, да, не может дать профессию, может только научить методике, научить тому, где посмотреть. Для меня-то я никогда не вкладывал никакой смысл глубокий в это вот такое шикарное название аэрокосмического приборостроения. До этого, кстати, он назывался просто Институт авиаприборостроения Ленинградский. Но когда я приезжал в Абхазию в отпуск, на каникулы, да, значит, ребята, мои сверстники, они, естественно, не могли понять, что за... И они думали почему-то, что я космонавт, понимаешь? Они говорили, ты первый абхазский космонавт, что ли? Я, говорю, не могу понять, как это так. В общем, такие были всякие курьезные вещи. Естественно, космическая отрасль это никакого отношения не имеет, кроме просто технической направленности, общетехнической. Конкретно по профессии кто? Инженер-программист. Я никогда не тянулся к гуманитарным наукам, но... Наверное, все-таки вверх взяли какие-то прагматичные цели, то есть, чтобы потом я всегда мог заработать на кусок хлеба, да? Наверное, в этом была главная идея. Не то, что, может быть, мне очень хотелось быть именно программистом, потому что, вы знаете, в 17 лет мало кто из детей знает вообще, что он хочет по жизни. Да, и так может быть на самом деле очень долго. И некоторые люди в 40-50 лет, поменяв 2-3 профессии, приходят к какому-то результату. Да? Поэтому здесь, я думаю, тогда на это была мода, тогда это было высоко оплачиваем, да и сейчас, и я всегда мог заработать на кусок хлеба. Мой дядя, я ходил к своему дяде Гене Лакоба в художественную школу, мне было 4 года. Вот год я проходил, и он пытался меня приобщить, значит, к рисованию, и тогда мне это очень нравилось, я делал большие рисунки, у меня есть такие, написал большого Наполеона, до сих пор у меня сохранился, большой такой метр на полметра, большая картинка. На самом деле тогда это все было неосознанно, и поэтому сказать, что это на меня как-то повлияло, наверное, нет. Потому что, вообще говоря, все это приходит через голову, да, через осознание. Фотоаппарат, это была не мода, не тенденция какая-то, наверное. Хотя, если строго говоря, наверное, это тогда было популярно. Но меня больше интересовало наблюдать за людьми всегда. И я, значит, как-то пытался... Это был мой такой угол, да, вот кроме учебы и работы, это было мое такое отвлечение, такая, значит... Я вообще не воспринимал это как какое-то творчество или что-то. Это такое было хобби, и до сих пор оно им является, которым я мог сам решать, что мне делать и как это творить.
Я гулял с камерой, мне это доставляло удовольствие. Мне нравилось наблюдать за людьми, мне нравилось это фиксировать. Мне кажется, что я находил в этом какое-то вот удовлетворение. Да. Я не находил этого удовлетворения в музыке, хотя моя мама преподаватель и учит детей по классу фортепиано, но мне никогда это не тянуло. Делать мне что-то нравится в области визуального искусства. Это не живопись точно, потому что я не умею рисовать. Фотография более сложная задача, потому что живопись ты придумал в голове, у тебя есть некая идея, ты ее реализовал. Ты можешь поменять какие-то компоненты, добавить какие-то детали. В итоге у тебя складывается композиция, и ты ей абсолютно управляешь. В фотографии этого нет. В фотографии ты должен поймать такой момент. Все должно так сложиться. Ну, в общем-то, это удача, да. И когда это все складывается, и ты даже понимаешь, почему это сложилось или не сложилось, и почему эта фотография хорошая или плохая, тогда это приносит удовольствие, если это получается. У меня немного хороших фотографий, но потому что это очень сложно. Изначально фотография, она же у нее преследовала цели как бы документации. Если обратиться к истории, то мы увидим, что фотография была изобретена для документации каких-то процессов, то есть просто утилитарная, естественно. Никто не признавал это как там какое-то искусство, и до этого было еще далеко, до того, как вообще к этому вопросу подошли. Потом, естественно, говорили, что это пытаются копировать художников, были там разные направления, пикториализм там, и так далее, которые, в общем-то, считалось, что это, в общем, тупиковая ветвь, ну, так она, в общем-то, и стала тупиковой, но в истории осталась. Кроме там каких-то полицейских досье и других вещей, уже пошли какие-то социальные вещи, например, там документация, там бедности. Именно специально фотографы нанимались для того, чтобы документировать это тяжелое положение в стране, и им оплачивали эту работу. И, в общем-то, оттуда, в общем-то, документалистика и пошла. Что касается фотожурналистики и документальной фотографии, базовые принципы были заложены Картье-Брессоном, но я его, естественно, уважаю, он внес огромный вклад. Я люблю его фотографии, но мне он не очень близок. Я понимаю, что это класс, но мне он не очень близок. Есть такой французский фотограф Ромен Депардон, Мэри Эллен Марк, мне близок Ричард Кальвар. Это такие фотографы, которые пытались своей работой изменить мир. Вот Дженнис Нахтвей. Хоть я и не люблю военную фотографию, потому что очень много двойственности с военной фотографией, то есть факты искажались. Прекрасно известно, что надпись под фотографией может изменить ее смысл. Так же, как и кадрирование фотографии может изменить ее смысл. То есть все это может делаться как в целях пропаганды, так и, в общем-то. Поэтому военную фотографию не люблю, но стремление фотографов пытаться показать войну, показать эти ужасы, влезть туда и вытащить все это наружу, да, несмотря ни на что, это достойно уважения. И во многих случаях, конечно, это не остановит войны. И даже многие считают, что военные фотографы, они просто адреналиновые наркоманы. Отчасти я с ними согласен, но эти люди, да, они не могут уже без этого адреналина, без этой работы. Но все-таки они показывают те ужасы, которые бы не показали, в общем-то, другие фотографы и другие люди. Документальная фотография, наверное, самая неоплачиваемая. Это не фэшн-фотография, это не фотография каких-то известных людей. Это больше исследование всегда. Это вот как научная работа, да, вот ты ее делаешь изо дня в день, да, а когда будет ее результат, это через сколько лет должно пройти. Самое главное, что ты знаешь, что это останется.
моему убеждению, научиться фотографии нельзя. Можно научиться каким-то принципам. Ну, будь то там какие-то правила или там композиционная составляющая, да. Но все это достаточно мертвая структура. Это как вот сценаристы часто у них есть, вот их учат некому шаблону, да, и потом, если человек пытается писать все время по этому шаблону, да, ну, это будут плохие сценарии. Все равно должна быть внутренняя какая-то творческая составляющая, которая тебя несколько направляет. Я не могу сказать, что я снимаю, то есть хорошие фотографы говорят, что снимать надо не головой, а сердцем. То есть, когда ты снимаешь, ты вообще практически не думаешь, да, ты полагаешься на свою интуицию. В тот момент, когда ты нажимаешь кнопку, он идет отсюда. Когда ты видишь, что все сложилось, когда ты видишь, что все получилось, ты нажимаешь кнопку. Но это тебе так кажется. Это тоже же такое очень обманное впечатление, потому что ты снял, я снимаю на пленку, и я не могу посмотреть результат. Это великое благо на самом деле. Ну, потому что как только ты посмотрел, ты все испортил. Ты испортил это ощущение от этого процесса. Ты что-то увидел и решил, что одна вещь такая, которая с этим связана, заключается в том, что когда ты снимаешь на цифровой фотоаппарат, ты снимаешь, и ты можешь посмотреть, и ты когда видишь, что ты, я снял, у меня получился кадр, я ухожу. Когда снимаешь на пленку, ты не знаешь до конца, что у тебя получилось. Поэтому ты будешь снимать, пока у тебя не кончится пленка. Студийная съемка и съемка портретов – это особо отдельный разговор. Там фотограф больше психолог, чем фотограф. Я никогда не умел быть психологом. У меня проблема с социальной коммуникацией. Поэтому у меня методы, к сожалению, больше солдатские. Стань так, сделай вот так, поверни голову сюда, замри. Часто ты провоцируешь людей на дискомфорт. И тебе нужно, чтобы человек испытывал дискомфорт, чтобы получить эту фотографию. Поэтому такой прием тоже существует. Ты специально его вгоняешь и получаешь то, что тебе нужно. Нельзя сказать, что одно хуже, чем другое, или лучше, чем другое. Они просто разные. Когда ты работаешь с цветной фотографией, у тебя совершенно другие законы построения картинки. У тебя цветовая композиция. Ты базируешься на каких-то цветах, пытаешься выстроить это в соответствии с тем сочетанием цвета, который, в общем-то, должен вызвать нужный эффект и так далее. Черно-белая фотография – это больше геометрия. Там, тональная перспектива, там, градации серого и так далее. Я очень люблю черно-белую фотографию. Я не считаю, что цветная фотография в плане передачи градаций может как-то соперничать по красоте с черно-белым отпечатком. Я считаю, что цвет нужно использовать там, где он действительно нужен. Мне достаточно. Я не могу сказать, что я снимаю все время черно-белые фотографии. Если мне нужно сделать цветную, у меня есть iPhone. И я сниму цветную фотографию и получу те взаимоотношения цветов, которые я увидел,
и она будет жить. Многое я не могу показать. Потому что это будет воспринято не так. Не объективно, не... Может быть, время еще не пришло, не знаю. Менталитет другой. В общем, здесь очень много вещей, которые мешают. Но, несмотря на все это, я считаю, что фотографировать необходимо. Необходимо все это регистрировать, документировать, как бы тяжело не было, потому что останется через 20 лет? Ну, что будет? Ну, хорошо, будет архив, там, телевидение, да? А документальные фотографии, где они? Их нет. История страны. Ну, даже не история страны в каком-то глобальном смысле, а просто некий срез этого времени. У меня было, наверное, 1 или 2 конфликтные ситуации, с которыми произошли, но по большому счету это все зависит от подхода. Мне сложно снимать по одной причине, особенно когда я имею дело с нашим абхазским населением, потому что я не знаю, да, языка. Если я не знаю языка, я теряю многое, я теряю доступ к этим людям. Эти люди меня воспринимают по-другому, и я не могу проникнуть в суть их жизни. Это, кстати, одна из причин, по которой абхазский язык все-таки, конечно, нужен. Потому что без него очень сложно вообще понять. Ведь язык, он формирует сознание, и многие, в общем-то, обороты и выражения очень тонкие, да, которые ты, в общем-то, не можешь уловить, потому что не знаешь. Они проскакивают мимо, а это могло быть очень интересно.